Жидандык и Сергей Батоевы. Книга «История рода Бадмаевых. Основоположников тибетской медицины в России». Глава 1. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Часть 10. В 9 части мы закончили тем, что ознакомились с письмами Огинской степной думы в адрес Петра Бадмаева и некоторых властных структур того времени царской России. Теперь далее еще один документ. Огинские буряты понесли убытки в материальном отношении, прикармливая на своих землях принадлежащего ему, то есть Бадмаеву, скот и верблюдов, годами служившими Бадмаеву, не получили жалования. Все это до некоторой степени нас возмущает и имеет впоследствии предъявить к нему гражданский иск. Тут тоже орфография документа сохранена, пишет. Безусловно, это возмутило и народ, и руководителей Огинской степной думы. Так они продолжили борьбу за свои права с Бадмаевым. 30 марта 1898 года Дылыков Намдак, огинский бурят, вероятно, священнослужитель Лама, работавший в бурятском дацане Санкт-Петербурга, отправляет телеграмму следующего содержания: «Бадмаев нас разорит, что мы служили за жалование. Некоторые уволены за нарушение его интересов, уклонение оплатить долги, другие, подозреваем, приняты на службу и заставят народ путем эксплуатации лишить вредного влияния для распространения православия». Я отвечу: сообщите в Амбацыренову, телеграфируйте немедленно, что вы намерены. Имеется в виду, что вы намерены делать, наверное. Советую через Ямунь Дылыков. Это из Петербурга Дылыков Намдак пишет. Таким образом, доверенным лицом от огинских бурят стал Намдак Дылыков вместо Петра Бадмаева. 8 мая 1899 года огинские родоначальники отмечают следующее. Мы приговором своим, они так пишут, приговором, постановлением, может быть, или решением, составившим 25 августа 1894 года Петра Александровича Бадмаева по его предложению уполномоченным вести дело о нашей земельной собственности, вручили ему имеющиеся у нас документы на владение землей, отдавали ему также по его предложению детей своих для устройства в высшие учебные заведения, но, видя через некоторое время, что договор о земле им не ведется, и что отданных нами для получения образования детей стали крестить, и что последние, перепуганные действиями Бадмаева, возвращаются в свои родные улусы, сочли необходимым горячую любовь к образованному своему сородичу прекратить. Далее о земле дела вести самим. Для этой цели и избрали из своей среды нашего сородича Дылыкова, снабдив его законную доверенностью и уничтожив таковую же, выданную Петру Бадмаеву, как о том нами заявлено в нашем приговоре от 17 декабря 1897 года. Орфография документа сохранена. И следует далее общественный приговор, в кавычках. 10 июня 1898 года мы, ниже подписавшиеся родоначальники и почетные народцы Огинского ведомства, в полном суглане постановили сей приговор в ниже следующем. По приговору нашему от 17 декабря 1897 года мы отрешились от доверия господину Петру Александровичу Бадмаеву. Ныне господин Бадмаев в газете «Новое время» пишет, что будто бы только некоторые из бурятских родоначальников с намерением получить согласие своих родичей к составлению приговора об уничтожении доверенности и писем, данных ему, Бадмаеву. Явно этим Бадмаев думает опровергнуть или ослабить силу уничтожения договора и пользоваться далее нашими письмами. Ввиду этого
нашли необходимым вторично представить гласности, что по существу подобные вопросы первоначально исходят из среды народа, обсуждаются на улусных сходах, оттуда же переходят на решение нового суглана, где родоначальники и доверенные от разных родов всегда придерживаются взгляда своего народа и доверяют, следовательно, по вопросу об уничтожении доверия данного Бадмаеву. Потому нашим приговором единогласно решаем просить доверенных лиц и присутственным местам Российской империи не придавать значения публикуемым Петром Александровичем Бадмаевым в разных органах печати клеветам, исходящим по адресу наших представителей, и письма, бумаги, телеграммы и решения, данные нами господину Бадмаеву для ходатайствования по развитию наших дел, считать, согласно отпечатанного номера 6 Забайкальские областные ведомости, нашего приговора от 17 декабря недействительным. Приговор сей, представляя в Агинскую степную думу, просим отослать в редакцию Забайкальские областные ведомости для троекратного опубликования, в том и подписуемся. И следует подписи, видимо. Таким образом, на основании архивных материалов можно представить некоторые стороны и предпринимательской деятельности Петра Бадмаева. На наш взгляд, нельзя интерпретировать описанные события как возможность только личного обогащения Бадмаева. Это не совсем вписывается в характер всей его активной жизнедеятельности. Все-таки Петр Александрович прилагал немалые усилия для того, чтобы бурятские мальчики имели возможность для учебы в центре России и дальнейшее продвижение по служебной лестнице. И для этого необходимо было финансовое обеспечение и принятие православной веры. По данным исследователя Доржиева, Петр Александрович Бадмаев являлся сложной и противоречивой личностью, раскрываясь в разных своих ипостасях – тибетского врача, ученого, дипломата, торговца, монархиста по убеждениям. Но в главном, оставаясь преданным России, он был сыном своего исторического времени и приверженцем своего класса. Современники и сослуживцы называли его дальновидным политиком скрытого действия, с горячей душой, немало грешной, хитрым, цепким, типичным азиатом, по словам Витте, лечившим верно и надежно, и потому люди ему были верны до гробовой доски. Национальность, происхождение, близость к русскому царскому двору повлияли на политическое мировоззрение Петра Бадмаева. В 1900 году в Петербурге вышла его книга «Россия и Китай». В ней отмечено: великий князь, миротворец, осознавал будущность сибирской железной дороги и значение монголо-тибетско-китайского Востока и не останавливался над затратой миллионов рублей для достижения намеченной цели, поэтому должен беречь нашего соседа монголо-тибетско-китайский Восток и не жалеть ни средств, ни энергии для упрочения наших отношений к нему. Касаясь прошлой истории нашествия на Русь татаро-монголов, Бадмаев писал так: «В этот тяжелый момент народных бедствий святая православная церковь служила утешающим, ободряющим и объединяющим элементом. Лучшие люди ясно понимали, что только объединенная духом христианства Россия может освободиться от татарского ига». Исследователь Жигмет Тумунов отобразил некоторые моменты дипломатической службы Петра Бадмаева. Так известно, что его деятельность в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел в современной историографии изучена слабо из-за недостатка опубликованных архивных материалов и их аналитической обработки. Но, несмотря на это, по имеющимся исследованным нами документам и литературным источникам можно сделать предварительный вывод о том,
что Петр Бадмаев действительно проводил существенную работу по укреплению позиций России на восточных рубежах, установлению дружественных отношений с Китаем, Тибетом и Монголией и содействие в экономическом развитии последней, а также стремился к предотвращению негативного влияния западных стран на эти государства. В частности, он неоднократно обращался с письмами к царю по вопросам, касающимся недопущения проникновения английских разведчиков в Тибет в последней четверти XIX века и ускорению диалога между представителями Далай-ламы и русским царем. Надо сказать, что проект железной дороги в Китай, предложенный Бадмаевым, был осуществлен в период 1897-1903 годов. Вторая железная дорога проектировалась от Верхнеудинска через Ургу до города Нинсяфу в Китае. Для заключения договора по этому проекту отправилась делегация из России в Пекин, в состав которой входили Витте и Бадмаев. В воспоминаниях Витте указывает Раднаев: доктор Бадмаев, когда ездил в Монголию и Пекин, вел себя там так неудобно и двусмысленно, что князь Ухтомский, а затем и я, прекратили с ним всякие сношения, усмотрев в нем умного, но плутоватого афериста. Вот какие отзывы об Бадмаеве сохранились в русской мемуарной литературе. Далее Владимир Раднаев подчеркивает следующее. Но письма и проекты Бадмаева, как видно из книги Семенника, были уместно использованы высшими сановниками. Что касается отрицательных оценок его характера и поведения, то они способствовали его изоляции от влиятельных членов царского правительства. Правда об этом человеке, легендарном в нашем сознании, должна быть составлена учеными на основе изучения архивов и свидетельских показаний его современников. И все же, при непосредственном участии Бадмаева в 1912 году был составлен проект русско-монгольского соглашения по вопросу оказания помощи Монголии в ее политическом и хозяйственном развитии. Позитивное решение базировалось, как указано в документе, на существующей между русским и монгольским народом исконной дружбе и заключалось в необходимости точно определить порядок взаимной русско-монгольской торговли. Жигмит Тумунову, автору этих строк, удалось ознакомиться с проектом учреждения монгольского общества для руководства хозяйственным развитием Монголии, написанным Бадмаевым. При этом большой интерес вызывает карта Монголии с обозначением на ней трассы железных дорог, спроектированными Бадмаевым. По его замыслу и заложенным планам должна была строиться железная дорога от Семипалатинска через Ургу, это Улан-Батор, в 2024 году, до Хайлара в Китае общей протяженностью 3000 верст. Другая дорога проектировалась от Верхнеудинска, то есть Улан-Удэ, а также через Ургу до города Нинсяфу в Китае. Соответственно, общая длина этих двух железных дорог составляла 4400 верст. Безусловно, далеко устремленным в будущее являлся составленный Бадмаевым в 1912 году проект договора о военном союзе между Монголией и Россией. Он так и сохранился в рукописном варианте, не был представлен в правительственные органы. Петр Бадмаев являлся одним из влиятельных лиц царского двора, тем не менее не стал его лакеем или послушным во всем проводником политики монархического режима. Это отчетливо видно из его докладной императору Николаю II, в которой сообщалось: революция идет своим чередом, несмотря на репрессивные меры, захватывая глубже и глубже все население. В этих условиях он считал необходимым провести децентрализацию власти, оставив в ведении центральной власти только вопросы внешней политики
армии и флота, внешней торговли, путей сообщения, составления государственной сметы и контроля над всеми губерниями, областями и княжествами. Заключая повествование о Бадмаеве, пишет Жигмет Тумунов, хочется сказать, что он был высокообразованным представителем бурятского народа. Его талант, кипучая энергия и размашистый сибирский характер особенно ярко проявлялись в области тибетской медицины и дипломатии. Бадмаев, безусловно, был сыном своего века, впитал в себя все противоречия времени, в котором жил. Его многотрудная жизнь, граничащая с подвижничеством, заслуживает всестороннего исследования, а имя – увековечивания на бурятской земле. В Ленинграде мне пришлось много поработать, отмечает исследователь Доржиев, чтобы узнать точную дату смерти Петра Александровича и место его погребения. Итак, он умер своей смертью в 1920 году. Его могила находится на Шуваловском кладбище. Здесь же покоится его супруга Елизавета Федоровна. Другие члены бадмаевской семьи. Кладбищенский смотритель уверял, что еще недавно, а я был там около 30 лет назад, на могилу нередко клали цветы с записками от благодарных пациентов. И, очевидно, Жигжеп Доржиев посетил это место в 1969 или 1970-х годах. На этом мы закончим 10-ю часть.